Тикет мы купили. Сейчас нужно на этот поезд. Lüneburg Westseite. Guten Tag. Ist der Zug nach Stelle, Maschen? Stelle, Maschen, Weggefeld, Ja? genau. Okay, danke schön. Мы на всякий случай уточнили, точно ли он на этой остановке ездит. Тут лучше 7 раз отмерить. Одно опоздание уже пагубно. Это ж как получается-то? Я один, что ли, здесь? Так, мы поднимемся тогда на второй этаж. Boot hat 3 Stunden hergefahren. Wir saßen in den Klausen von uns. Съедем. Вот здесь или нет? Вот здесь. Альхамдулилlah. Успели. Не опоздали. Сейчас нам нужно в город Машин. Ну, прочесть его можно и как Мощан. Потом там пойти на заправку, и там нас уже будет встречать попутчик, который едет по автобану по своим делам в Гиссен. И он нас отвезет в Гиссен. Естественно, за то, что он меня взял, он возьмет свои деньги, но не такие большие. Там где-то у него 20 евро за 500 километров дороги. Но самый главный плюс, что он через 4 часа с половиной или неполных 5 часов прибывает. А на Фликсбусе нужно там 7 часов 30 минут. Прибыли на станцию Машен. Дрюкин от себя, типа. Неужели дорога закрыта? Даже пешеходная зона. Да. Тут хода нет. Придется 1 километр обратно возвращаться. Я думал, срежу дорогу и будет полегче. Оказывается, тут нельзя срезать. Почему нет указателей? Обычно бывает же.
Хотя по полотну я должен был догадаться, здесь не ездят машины. Пеший проход и проезд автомобилей запрещен с 30 сентября 2016 года. А я это не заметил. И поэтому, когда голова не думает, ноги работают. Пойдем по лесу. Посмотрим, какая тут местность. Есть ли что-нибудь интересное, хотя в лесах тут мало можно что интересного найти. Обычный лес, живая природа. Вон знак указывает, что тупик для машин. Но мы посмотрим, как-нибудь пешеходным вариантом можно там перебраться или нет. Вот этот вот мост, с которого я свернул. Вон там вы видели сетку. Был бы вариант перелез бы, но там было как-то не то все. И пришлось вот так, с новым вариантом нам идти. Я наблюдаю, что здесь тоже машины не ходят. Мы не знаем, что нас ждет здесь. Ну, а что нам терять, посмотрим. Да. Тут железная дорога. Так, мост над нами. Перешли. Здесь нужно уже сейчас нужно найти конец этих поездов, чтобы не перепрыгивать через них. Мы все-таки выбрали сложный путь, но все-таки не усложним. Да беспамятства его нам. Меня сейчас окликнули, но я сейчас не наблюдаю, что кто-то за мной идет. Но на случай, если с кем-то завяжется разговор, камеру оставлю включенной, если меня догонят. А так, ну уже извините, надо посмотреть, раз вышли в дорогу, надо все посмотреть. Вот мы в конце этих железных джунглей. Сейчас перекинемся. Я понятия не имею, река тут дальше или как. Вон, видите, несколько десятков пути. О, трассу нашел, уже дело. Уже что-то намечается, братва. Неужели еще одна железнодорожная станция? Тут еще перейти нужно. Так, на этот мост мы не пойдем, там все закрыто, мы это поняли на собственной шкуре. Тогда мы пойдем опять другим путем. Опять нужно тогда через вот так выйти на трассу. Придется нам все-таки здесь спуститься и перейти дорогу опять через железную дорогу, чтобы хоть где-то найти переход. Мы пришли вон оттуда. И вон там я не вижу сетки, но это тот мост, через который мы не смогли пройти. А, там машины ездят. Ну, раз машина, значит, может быть, есть еще и пешая зона. По крайней мере, мы не видим картинок, запрещающих нам вход. Тем более, вот здесь указано для велосипедов и прогулок.
встречное движение. Пойдем, посмотрим там, сможем ли мы перейти. Хорошо, что нас не догнал тот, кто меня окликнул. Потом ему объяснять, что мне на заправку нужно. Долгая история была бы. Да еще и с таким рюкзаком позади. Как будто что-то утащил там. Достигли высоты моста. Нам нужно сейчас в том направлении. Прибываем на точку обозначения в 14:00. А сейчас ровно 13:00. Час. Я надеялся еще на 2 часа растянуть, но нет, не получается. Ладно, не будем удлинять слишком. Вот здесь тоже закрыт. Вы видели, в том направлении было закрыто. Здесь тоже сетка. И я бы там перебрался через сетку, если бы вот с левой стороны, если бы не была бы эта штука. Но раз она там есть, то, естественно, нельзя дурить. Даже если бы ее не было, перебраться не проблема. Просто раз говорят, что запрещено, то нельзя лезть туда. Потом, когда тебя поймают, с поникшей головой говорить «Джинда снирсу». Это железнодорожная станция огромная. Походу тут вон в тех контейнерах все что угодно могут перевозить. Мы пришли вон с той стороны. Все двери мира для нас открыты. И к тому же еще завязаны, чтобы ветром они их не закрыли. Воздух, да воздух. Вот сейчас уже приближаемся по чуть-чуть. Машин. Gemeinde Seewitte, Landkreis Harburg. Это местность, это Landkreis Харбурга. И еще здесь в лесу можно встретить и ястребов, и зайчиков, и всякую живность, которой полагается находиться в лесу. Только убегают они. Теперь уже входим в окрестности города Зеевиттал. Наше место назначения вот здесь. У меня еще 1 час. Нужно было как-нибудь удлинить или побольше еще лес охватить, чтобы прям через лес. Ну да ладно. А вот здесь пожарная служба. Это газель Мерседес. А вот отсюда 1, 2, 3, 4, 5, 6 машин. Значит, именно этих выезжающих, не считая этих. Деревья расцвели, а утром еще снег шел. А это дерево или высохло, или еще не приступило к расцветению. Сейчас я уже прибыл в Гиссен, меня высадили. Ну, изначально была договоренность, конечно, только до Гиссена. Превосходная была поездка, полностью надежды оправданы. Система попутчик работает хорошо. BlaBlaCar. Пишите и найдете приложение.
Google Play или Play Market, как он там у вас называется. В моем случае Play Market был, да. Ну или на сайте регистрация. Для тех, кто не знает, ну, многие это знают. Митфарен называется, да. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. По скриптум Оларицер, Сунидайн. Под конец этого видео я советую вам, рекомендую канал InfoEU, который теперь уже открылся и в YouTube. У него есть Instagram аккаунт, довольно-таки раскрученный, где он охватывает все страны и показывает, в каких странах как живут войнахи. Чеченцы, ингуши, наши люди. И теперь он уже перешел в YouTube. Вы, наверное, те, кто знают этот канал, подписаны. Те, кто не знают этот канал, называется InfoEU. Ссылка будет в описании. Также выражаю благодарность Рахманову с Франции, который живет в Париже. Также админу канала Чечен канал, который... Они оба помогают мне, публикуют, делают рекламу. Аллах резгушин, да, си дошек. Шейк бэха диш доч, эрди даря, одир даря, или худа диз, хуя лиз онар, одир бэхар, шейк хижа цахуш, и гул дарн дейл резгушин. Хокчуах виссахуш. Арх витсуэл умацахуш, да, совершенно просто. Инцар видео тигаях, чуть игуахтяш моя. Всем спасибо. Каждый ваш лайк, каждый комментарий, это помогает для развития канала. И да, все ссылки на эти 3 канала вы найдете в описании к этому видео. И дальше уже будут публиковаться видео, которые отсняты, когда я ехал на учебу. Это Котбус, Потсдам, Берлин, Дрезден. Это где-то, по-моему, в августе, да, в августе по сентябрь. Вот такие даты там были. Все, северное путешествие закончилось на этом видео. Дальше будет еще интереснее. Ты заходи, если что.